Сегодня у нас третий урок. Первоначальный, прежде чем мы начинаем рисунок постановки геометрических фигур, мы должны определиться место стояния, сидения вашего места. Определяем. И прежде чем мы начинаем рисовать, у нас должен быть подготовлен лист бумаги, например, формат А3. По предыдущим урокам, то, что мы проходили по отдельности детальной прорисовки куба, пирамиды, в данный момент мы также определяем визуальное восприятие трех фигур и начинаем сочетание, соразмерность между собой фигур. Значит, каждая фигура, она имеет свою высоту, определение, свою ширину и соотношение расстояния между ними. Также мы делаем красные линии, тоненькими определяем на листе красную линию. Это граница линии, где мы не должны пересекать. Вот таким образом. Это делается на глаз. Мы должны найти золотую середину от общей композиции рисунка. Золотая середина — это, предположим, от края куба и края пирамиды, призмы, где находится золотая середина, осевая линия. Также мы делим лист пополам. Таким образом, находим золотую середину. Золотая середина общей постановки у нас расположен край угла, левой части угла куба. Значит, я могу чуть выше красной линии начать рисунок в виде линейного построения. Вот таким образом. От середины направлением перспективных расположений мы должны определить высоту угла куба. Если мы возьмем определенную больше, то пирамида может у нас не поместиться. Так что на вытянутую руку мы должны определить соотношение высоты угла куба и к пирамиде. Вот таким образом. Делаем в виде линейных построений. Включаем соотношение. Также идет у нас призма. При построении призмы мы должны, соответственно, определить правильность направления вот этих граней. Все вот грани призмы должны линейно соприкасаться таким образом. Вначале мы можем строить не в перспективе, а в ортогональной проекции. По ходу рисования, рисунка мы можем корректировать его. Вот таким образом. Желательно мы должны при рисовании невидимые линии тоже, соответственно, прорисовывать невидимые стороны пирамиды, да, то есть призмы и куба. И у нас, соответственно, мы располагаем пирамиду на чтобы наша пирамида сидела правильно на плоскости, мы должны его строить с построения основания. Основание пирамиды строится за счет плоскости основания диагонали. Диагональ определяем точки угла диагонали. По 90 градусов поднимаем линию и делаем коррекцию, корректируем
корректируем. Вот таким образом. При расположении геометрических фигур мы по ходу действия определить правильность направления луча. В данной ситуации мы построили фигуры в ортогональной проекции. Теперь у нас идет второй этап, мы должны ее определить визуально на расположение построения геометрических форм. Визуально это у нас каждый предмет, каждая вот геометрическая фигура должна идти в одну точку стояния. Вот таким образом. Ближний угол наших форм геометрических, она всегда больше, соответственно, больше. Вот высота первого угла и удаление. Удаление, она должна сужаться. Также у нас, соответственно, при построении призмы все линии при удалении, они сужаются. Вот таким образом. При завершении построения геометрических форм рисунка мы удаляем с помощью резинки лишние линии построения. Фигуры наших геометрических форм, они должны лежать на каком-то пространстве, на столе. Мы должны определить стол, основание, плоскость определить, где он располагается. Мы определили то место расположения наших геометрических форм. Четвертый этап мы начинаем с светотеневой подачи. Светотеневая подача также делается при помощи штриха. Свет у нас падает с правой стороны, направление луча. С левой части положим пирамиды. С пирамиды начнем под 45 градусов угла, мы начинаем делать штриховку. Сверху вниз под 45 градусов. И самую темную сторону геометрических фигур. Куба, призмы. Штриховка производится обобщенно, монотонно. Линии построения по ходу действия можно удалить. Следующий этап, это у нас, мы сейчас нанесли собственную тень геометрических фигур. Соответственно, мы можем падающую тень от куба и отражающий падающую тень от пирамиды на призму. При усилении тени мы угол наклона штриховки меняем. Мы строили сверху вниз, угол наклона снизу вверх. Вот таким образом. Снизу вверх мы штрихуем
При штриховке у нас карандаши должны быть остро заточены. Вот таким образом. Переходим в тонировку падающей тени. Падающая тень от гипсовых фигур, она должна быть 2 раза, 3 раза темнее. Мы можем использовать карандаши, мягкие карандаши. Для построения геометрических фигур мы используем карандаши ТМ, Т для построения, а для штриховки карандаши М. При тонировке первоначальные углы, они усиливаются, при удалении они высветливаются. По предыдущему занятию мы проходили то, что при рисовании фигур, независимо от каких фигур, мы должны определить, что контраст световой тени, чем ближний, чем от угла ближней части фигуры, где переход угла, значит, вот у нас самая светлая часть считается от пирамиды, вот эта территория, самая светлая часть. И светлая часть у нас считается верхняя часть куба. Что есть определяющий самую светлую часть, у нас называется бликом. Блик. При удалении в тени, самая светлая часть у нас называется рефлексом. Рефлекс. Но мы не должны забывать, что гипсовые фигуры, они светлые по-своему и должны отличительно. Тональность должна отличаться от основания, предположим, стол, столешница, она должна затемненной быть. При окончательном завершении рисунка мы используем резинку. Предположим, самая светлая часть у нас пирамида находится вот угол пирамиды. Это у нас самая светлая часть. При удалении она затемняется. В призме то же самое. Самая темная часть у нас находится в этом месте. При удалении она высветляется. Также мы используем. В общем, постановка рисунка у нас завершена. Спасибо за внимание.